Ассаламу алейкум, хурматлы дуслар. Предлагаем вашему вниманию очередной фрагмент из серии книг «След татар в мировой истории». Да, знаменитый писатель, выдающийся сын кумыкско-татарского народа Мурат Аджи в Казани постоянно не проживал. Хотя он в Казани бывал. И тем не менее мы включили его во вторую книгу в серии книг «След татар». Более того, именно с Мурата Аджи мы начинаем свое повествование. Почему? Послушав и прочитав ниже следующий текст, вы сами это поймете. Итак, лицо казанской национальности. Мурат Аджи. Кумыки – это тоже татары. Нет, пожалуй, более путанного вопроса, чем вопрос о татарах России. Кто они? Тема, вокруг которой веками спорят. Спорят этнографы, историки, политики. Простые люди тоже не скупятся на высказывания. И никто не слышит друг друга. Для меня эта тема обрела особую актуальность недавно, после поездки в Казань, где в здании Всемирного конгресса татар была моя встреча с читателями. Обсуждали новую книгу «Тюрки и мир. Сокровенная история». Я смотрел на аудиторию и дивился. Удивляли глаза и лица собравшихся, их неравнодушные, нарочито резкие суждения, которые, признаюсь, доставляли мне тайную радость. «Они не татары, самые настоящие кумыки», — подумал я. «У нас одинаково даже манера спора». Действительно, что отличает татарина от кумыка? Язык, антропология, история. Мы будем молчать и все равно поймем друг друга. Надо иметь слишком тонкий слух, чтобы отличить кумыкскую речь от татарской. Она практически неотличима. Я смотрю на себя в зеркало, чем не татарин. Внешне мы, кумыки, точно такие же, как татары. Среди нас преобладают голубоглазые, светловолосые, чуть скуластые лица. Это, конечно, не означает, что мы все такие. Нет. Есть темные, с точенными лицами. Таковых больше в Южном Дагестане. Видимо, давно подметив это отличие, народ наш условно делит себя на южных кумыков и северных кумыков. Хотя история такого деления не признает, потому что тюрки появились в Европе в конце III века, когда берегов Итиля достигла волна великого переселения народов, которых вел хан Акташ, наш легендарный герой. Поразительно, что народный эпос у кумыков запечатлел те же исторические эпизоды, что и у татар. Не отличается. Мы одинаково прославляем героя одними словами. Впрочем, чему удивляться? Религия тогда у нас была одинаковой. Предки хранили веру в Тенгри, поклонялись Умай. За преданность вере их называли ханифами. Теперь у нас ислам, в котором сохранилась древняя традиция единобожия. Можно было бы разобрать народные праздники и традиции, но и в них нет различий. И тогда с новой силой встает вопрос, кто есть мы? Или что отличает татар от кумыков? Я никогда не коснулся бы этого вопроса, если бы не та встреча в здании Всемирного конгресса татар. Мне с тех пор кажется, что Конгресс неполно выполняет свое предназначение. Он работает не на весь народ. А так нельзя. Другие ныне времена на дворе. Если бы я не был географом, то не знал бы, что Итиль впадал в Каспийское море не там, где ныне. Устье этой реки прежде уходило на юг, ближе к Кавказским горам. Но в середине X века случилась природная катастрофа. Она-то и разделила Итиль.
Река около нынешнего Волгограда нашла новое, более короткое русло и устремилась к нему. Такое в истории планеты случалось не раз. Об этой катастрофе я узнал по снимкам из космоса. На них хорошо видно старое русло Итили, то есть Волги. Полоска озер указывает на него. Помню, меня охватил восторг, вызванный тем, что я таким образом открыл столицу Хазарии, легендарный Семендер. Его археологи искали в районе Астрахани. Искали, не зная, что Итиль в хазарские времена впадал в Каспийское море совсем в другом месте. Следовательно, столица Хазарии километров на 300-400 южнее. Так и есть. Лишь врожденная тюркская лень не позволила мне закрепить за собой это открытие. Осталось-то взять авторучку и написать статью. А я откладывал, искал случая и дождался. Дагестанские археологи открыли Семендер, правда, с другой стороны. Они, рассчитав путь от Дербента по числу конных переходов, пришли в хазарскую столицу. Но я не в обиде на них. Ни на них, ни на свою лень. Она открыла мне другое, более ценное. Кумыки и татары – братья по крови, утверждаю я теперь. Мы люди одной реки, одной истории. Природная катастрофа разделила нас. Мне стало понятно, почему до прихода русских на Кавказ, то есть за середины XIX века, нас называли кавказскими татарами. Не верится? Тогда обратитесь к кавказским страницам творчества Льва Толстого, Лермонтова, Пушкина. Там говорится именно о татарах, не о кумыках. Известно, что Толстой пытался выучить татарский язык, когда начал писать повесть «Казаки». Я совсем иными глазами читал Лермонтовскую «Беллу» после того, как узнал, что события в повести развивались около нашего родового селения Аксай, где до сих пор стоят руины крепости Ташкичу, где служил Печорин. Фантастика! Татарка Белла – моя родственница. Когда узнаешь подобное, история читается совершенно по-другому. Она становится родной. Именно эта мысль пришла на ум после посещения Всемирного конгресса татар, и я подумал, почему забылись кавказские татары, и можно ли без них называть конгресс всемирным? Дальше больше. Я вспомнил научные книги. В 1948 году в Советском Союзе вышла книга Новосельского «Борьба московского государства с татарами в первой половине XVII века». Солидная академическая монография, там масса фактов, и очень часто, едва ли не через страницу, в отдельных главах встречаются словосочетания, которым автор придавал строгое этническое звучание: белгородские татары, донские татары, рязанские татары, тульские татары и другие татары, которые обитали в Центральной России. Куда делись они? Вспоминаю свое удивление, когда, будучи в Орле, я впервые узнал, что все старинные кладбища в городе называют татарскими. Русские кладбища появились здесь только в XVIII веке. Это ли не факт, заставляющий задуматься над тайнами истории России и над сиротством, вернее, узостью кругозора казанских татар? Создавая Всемирный конгресс, они не потрудились заглянуть в историю своего народа. Кроме булгарского каганата уже давно ничего не видят. Стыдно. Господа, откройте географическую карту до Петровской поры. Там, южнее реки Оки, отмечено огромное государство Татария, Великая Татария. Она тянулась до самого Кавказа. Население его, этого государства, говорило по-тюркски. До сих пор здесь, в иных селениях, не забылась татарская речь, хотя население обращено в славянство. А это ваши братья по крови, и числом они в несколько раз больше, чем татары Татарстана.
объявивший о Всемирном конгрессе татар, запомнились, буквально врезались мне в память слова, прочитанные в записках антиохийского патриарха Макария, когда он ехал в Москву в 1654 году. В Калуге греческий патриарх пересел на судно и до Коломны плыл по Оке. Справа от нас, на расстоянии месячного пути до Кавказа, была страна татар, говорит он. И далее. На границе страны татар, что справа от нас, богохранимый царь Алексей выстроил 30 крепостей. Эти сведения согласуются с географией России XVII века, с положением ее южных границ, но никак не согласуются с казанской этнографией, которая в упор не видит татар, их истории и своего будущего. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Следите за нашими выпусками. Продолжение следует. Давамы бар.